В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете на сегодняшний день обучается 32 студента из Абхазии. Все они изучают разные дисциплины, а по окончании университета планируют вернуться на родину и работать здесь. Так, например, Нестор Смыр поступил в МАДИ в этом году по направлению таможенная логистика. «Хочу выучиться на достойном уровне, чтобы в будущем использовать свои знания здесь», говорит Нестор. Перед тем, как закончить школу, мне поступила такая информация, что МАДИ проводит конкурс, по которому можно получить обучение и обучаться в городе Москва. Я решил воспользоваться этим моментом и выбрал направление таможенной логистика. И благодаря тем знаниям, которые в меня вложили мои педагоги, это педагоги Новоафонской средней школы, я смог успешно написать этот экзамен на 92 балла. И благодаря этому я смог поступить. Выбор моей профессии, если честно, был не спонтанный, поскольку мне всегда было интересно это направление именно таможни, что, собственно, и привело меня к выбору такой профессии. Заниматься я буду, работая на границе, то есть это различные пути транспортные, железные и так далее. Что ты будешь делать? Буду проверять, как проходит контроль на границе и все в этом плане. Для того, чтобы объединить уроженцев страны, живущих за ее пределами, 15 октября 2021 года начало свою деятельность абхазское землячество в МАДИ. Мы первое абхазское землячество в МАДИ спустя 22 года. И мы являемся первым большим потоком 12 человек, и в этом году наши ряды пополнились, еще поступили 19 человек по конкурсу «Все дороги ведут в МАДИ» при поддержке Министерства просвещения и политики, и также по Россотрудничеству еще 4 человека. Встреча с министром просвещения и языковой политики Абхазии Иналом Габля была организована для того, чтобы поделиться своими достижениями, рассказать о том, что было сделано за год и что планируется, отмечает Сандро Делба. Мы успели провести множество мероприятий, и самым масштабным был месяц Абхазии в МАДИ. В неделю 2 раза мы показывали фильмы на абхазском языке, рассказывали традиции Абхазии, показывали поэтов наших, рассказывали им стихи, предоставляли им на абхазском языке книги абхазских авторов. Также мы встречались с мэром заместителя Москвы, который нам передал книгу «Молодежь Москвы». А также абхазское землячество МАДИ выиграли 15 миллионов грант, который мы подали в Росмолодежь на международный образовательный форум в МАДИ. Что это дает? Это дает студентам стран СНГ технических специальностей приезжать на территорию Москвы в высшее учебное заведение МАДИ, где будет проходить повышение квалификации по своей специальности, которую они будут выбирать сами. После того, как был представлен календарный план работ, который был выполнен в течение года абхазским землячеством в МАДИ, студенты перешли к обсуждению волнующих их вопросов. Каждый высказывал свое мнение по той или иной теме. Беседа получилась живой и активной. Правильно, если бы ученики после 9 класса, как было ранее, насколько я знаю, выбирали бы свои профильные предметы и занимались только по ним, 10-11 класс. Над этим уже работаем. Соответственно, мы планируем открыть профильный медицинский класс. Для этого мы ездили несколько раз в Москву, чтобы завести современное оборудование и дать возможность детям, которые хотят поступать в медвузы, возможность изучать на самом современнейшем оборудовании основы анатомии и медицинских наук. Поэтому это абсолютно правильный подход, чтобы ребенок действительно, выпускник школы уже к 11 классу был подготовлен по своей специальности. Это может быть гуманитарное направление, техническое направление. В плане вашего опыта мне хотелось бы, чтобы вы как раз были более подготовлены к учебе в МАДИ, потому что наши студенты сталкиваются с серьезными иногда проблемами в изучении сопромата, например, физики или высшей математики, других предметов. Соответственно, если в школе была бы подготовка более серьезная при поступлении на технические специальности, было бы легче учиться. Поэтому вопрос актуальный, мы над ним активно работаем, и я надеюсь, в ближайшее время у нас уже будет ряд профилей запущено. В ходе встречи было сказано, что студенты после окончания российских вузов не хотят возвращаться в свою страну, поскольку не видят перспектив. Чем больше у нас будет патриотов, чем больше у нас будет людей, которые действительно любят свою родину, тем лучше у нас будет экономика. Если, скажем, вы поехали учиться и вы не вернулись, грош вам цена как патриотам.
И то, что вы говорите, что вы не нашли работу, здесь нет условий, это всего лишь отговорки. Как раз таки люди, как вы, должны создавать эту экономику. Мы уже ведем эту работу с различными организациями, такими как Черноморэнерго, Абхазавтодор, чтобы мы вас брали на практику и уже готовили вам это рабочее место. С министром здравоохранения мы это обсуждали. То есть все условия должны быть такие, чтобы вы и так хотели бы вернуться, вы не видели другого пути. А сейчас у вас есть выбор, да, устроиться там в Москве, в другом городе, в Сочи, да, где больше, может быть, заработная плата или условия труда. Вот. Это, конечно, все же есть, конкуренция существует, но мы рассчитываем на вашу любовь к родине в первую очередь. Сотрудничество вузов, проблема языка и многие другие вопросы обсудили на встрече с министром просвещения и языковой политики Иналом Габля студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. Лаура Капш, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.